Постановку по повести Гоголя «Шинель» накануне вечером представил в Севастополе Чувашский ТЮЗ. В прошлом году «Шинель» стала лауреатом Большого детского фестиваля в Москве в номинации «Лучший музыкальный спектакль», и этим летом организатор конкурса Сергей Безруков решил провести на берегу Черного моря новый фестиваль «Эхо БДФ» и показать севастопольцам работы победителей. Историю маленького человека в ТЮЗе рассказали с помощью музыки и пластики, лишь изредка обращаясь к гоголевскому тексту. Подробности в сюжете наших коллег из ГТРК «Севастополь». Его одевали и раздевали, подбрасывали, кидали на пол, били, а герой молчал. Вот так, лишь с помощью движений и музыки исполнителю роли Акакия Акакиевича нужно было передать всю трагедию жизни рядового петербургского чиновника XIX века. В пластическом спектакле артистам сложнее. У них нет голоса, чтобы выразить эмоции. Обо всех переживаниях должно рассказать тело. Роль потребовала очень много. Бессонницу иногда даже. То, что постоянно думаешь, что, как найти. Потом много работы. Это без обеда с утра и до позднего вечера. Для меня это как адреналин для души. И приятно, и полезно, можно сказать. Ни акробатической, ни танцевальной подготовки у Николая Миронова не было, а одна только сцена со снятием мерок для пошива шинели потребовала долгих тренировок. На чебоксарской сцене спектакль поставил московский режиссер Владимир Беляйкин. Театр смог пригласить его благодаря финансированию по федеральной программе «Культура малой Родины». Именно Беляйкин открыл для чувашского ТЮЗа новый мир пластической драмы. Своим учителем по пластике Владимира Беляйкина считают не только чебоксарские коллеги, но и, например, Сергей Безруков, организатор фестиваля «Эхо БДФ». Они вместе работали над сериалом «Есенин». В свое время уроки у Беляйкина брал и Михаил Задорнов. Вообще сейчас Владимир Васильевич – один из самых востребованных в стране режиссеров по пластике и лауреат престижной театральной премии «Золотая маска». Декораций минимум, метлы дворников, острые пики оград, мертвенно-холодный свет. Этого достаточно, чтобы передать всю враждебность города по отношению к герою. И новая шинель в спектакле намеренно светлая, как белая полоса в жизни Акакия Акакиевича. В ней Башмачкин наконец почувствовал себя человеком. Как Владимир Васильевич говорил, это как главный персонаж нашего спектакля, это Шинель все-таки. Это не Акакий Акакиевич, как все привыкли, то есть это Шинель. И, конечно, петербургские морозы. То есть вот эту атмосферу, это главная задача была актера передать. От гоголевского финала, где после смерти героя его призрак блуждает по улицам Петербурга, режиссер отказался. И в спектакле появилась Богородица, оплакивающая Башмачкина. К Акакию Акакиевичу вышел и сам автор. Это Петербург не замечал маленького человека, а благодаря Гоголю он стал одним из главных персонажей русской литературы. И Чувашский ТЮЗ рад возможности показать спектакль новому зрителю. Бывают и такие спектакли, которые не выездные, но театр юного зрителя имени Михаила Сиспля, он часто выезжает. Поэтому мы уже заранее ставим задачу, чтобы любой спектакль могли мы вывести. Полтеатра пришлось вывести в Севастополь ради одного вечера на сцене. Но, по словам Елены Николаевой, это хорошая тенденция, что самые лучшие спектакли Большого детского фестиваля можно посмотреть не только там, где они были поставлены, но и в других городах. Ольга Петрова, Александр Соловьев, Михаил Кисель. Вести, Севастополь.